каждом селе есть библиотека, которая работает. Венера Заляутдинова возглавляет библиотечную сеть в одном из районов Ульяновской области. На Всероссийский конгресс специалист приехал поделиться своим опытом, как сохранять кадры, особенно в глубинке. Во-первых, это очень приятное отношение, взаимопомощь между коллегами. И мы стараемся как-то и премиями наградить, и благодарственные письма, проводим всякие семинары, всякие мероприятия совместные. За счет этого у нас библиотекари стараются остаться. В этом году впервые на конгрессе будет широкое общение библиотекарей страны и зарубежья. Рыскуль Джумакадырова из Кыргызстана впервые и в Казани, и на конгрессе. Ждет, что узнает много полезного. Участвуем в мероприятии, потому что, чтобы узнать, какие больше есть возможности, какие могут быть новые технологии. Вообще в первый раз в Казани. И такое красивое исторические здания, красивые улицы. Прям. Татарстану есть чем гордиться, и Казань заслуженно является библиотечной столицей нашей страны. Сегодня республике вручили сертификат, подтверждающий это почетное звание. Татарстан признали самым читающим регионом. У нас работают 1500 библиотек. Где еще у нас регион, где был бы 1500 публичных библиотек? То есть, в принципе, вот этот зал можно было бы только заведующим библиотеками собрать Татарстана, и он уже был бы полон. Когда я вижу в зале замечательных представителей библиотечной системы Российской Федерации, то моя душа филолога поет. Вместе сильнее. Наверное, это абсолютно правильно. Сначала было слово. Слово – это всегда сила. Библиотека – это место силы. Благодаря тем знаниям, которые каждый из нас может получить в библиотеке, мы становимся сильнее. Как улучшить работу библиотек 4 дня и будут обсуждать специалисты. Состоятся десятки тематических секций. Это и работа школьных библиотек, организация просветительских мероприятий, реставрация и оцифровка памятников литературы. Центральная тема конгресса – библиотека в многополярном мире. Это дает нам возможность говорить о наших международных контактах в новом контексте, с ориентацией вот на восточные страны, на те страны, с которыми мы когда-то очень активно работали, как с Кубой. Но в какой-то момент потерялись эти связи. Сегодня мы их восстанавливаем. С Китаем, как мы видим, вообще в нашей стране очень идет активное сотрудничество. Мы здесь вполне в струе того, что происходит. Мы всегда рассматривали Российскую библиотечную ассоциацию как самую сильную, как основного партнера. И мне очень отрадно видеть работу наших коллег и что мы потом сможем использовать в своей работе. Я с удовольствием приехал и буду говорить о роли библиотеки в продвижении русского языка, литературы и культуры в Индии. Во многих странах как-то принято считать, что существует определенный кризис развития библиотечного дела. У нас мы не видим никакой кризисной ситуации. У нас отличное взаимопонимание с правительством, с Министерством культуры. Нас действительно поддерживают. Мы знаем, что каждый год обновляется 250-300 абсолютно новых библиотек запускается. И я думаю, что это очень большое достижение. В Казани библиотекарям страны предстоит избрать своего нового президента. Во время конгресса в Национальной библиотеке республики будет проходить выставка издательской продукции и книжная ярмарка, доступная для всех желающих. Здесь состоятся встречи с известными филологами и писателями. В завершении конгресса участников ждут экскурсии в Болгар, Свияжск, Чистополь и Елабугу. Дмитрий Оригин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.